принимает участие главный тренер Завшини команды. Леонид Микошевич, Валерий Петрович Бахно, бывший Бобруйск, Владимир Алексеевич Гольман. По традиции, Валерий Петрович, вам первому слово сегодняшний день. Пожалуйста. Очень рад победе. Мы уже два тура подряд проиграли в чемпионате, поэтому сегодня хотелось взять бобруйские очки. Выиграли это вдвойне приятно. Соперник был очень достойный, команда, знаю, ставит задачу выхода в высшую лигу. Поэтому хотели очень сильно победить. Ребята старались. Погода сегодня была жаркая. Тем более третья игра на неделю. Для нас это, как говорится, третья неделя это как фантастика, тяжело играть, потому что предсезонная подготовка была смазана, боялся, что ребята физически не выдержат. В такую погоду главное повести в игре, что нам и удалось. Потом уже играли по счету, забили второй, могли еще забить. Но, повторюсь, соперник нас постоянно держал в напряжении, особенно стандартных положений было много моментов, поэтому очень рад, что ребята выстояли. Большое спасибо. Владимир Алексеевич, теперь вам слово, пожалуйста. Ну, можно сказать так, что соперник, конечно, выиграл здорово, победил. Мы не можем, две игры выиграли, и третью никак не можем. В начале чемпионата две выиграли, потом у нас спад какой-то непонятный в результативности. Ну, а эта игра, тут по футболной игре нечего, почти ничего. Да, желание, самоотдача, не было взаимопонимания. Поэтому, наверное, будут вот выходные сейчас у нас. Проанализируем, поговорим, побеседуем. Все может произойти в этой жизни. Надо все равно разбираться, что это делать. Жизнь не стоит на месте. Спасибо. Уважаемые коллеги, теперь ваши вопросы. Представляйте, назвать ваше издание, пожалуйста. Богданович, вечерний Бобруйск. Владимир Алексеевич, вам вопрос. Предыдущая домашняя игра и сегодняшняя, по крайней мере, первый тайм очень похожи. Результативная ошибка Монастырского в том матче с Маргонью. И сейчас тоже результативная ошибка этого же игрока. Каков у вас вообще доверие этому футболисту? Ну, доверять я их приглашал, поэтому если вопрос. Вопрос другой, что лимитчики это такой талант, где он является. Поэтому у нас есть лимитчик, который слабее этого футболиста, можно так сказать. Вот у нас на разминке сломался лимитчик, нам пришлось брать еще моложе парня. Поэтому Мурашко не планировался, и Слишко, и не выдерживали Монастырского вратаря. Поэтому по нему планировалось. Ну, человек получил травму, пришлось его держать. Да. Плюс Бубнов только начал тренироваться в общей группе, это тоже лимитчик. Это, наверное, для меня поддержит, это бич лимитчиков, это ставит главный тонкий клубом. Ну, раз тренинг такой, значит, не надо выполнять. У нас Буяк сломался, он получил крестообразной связки на ровном месте на 90-й минуте. Тоже, слава богу, что хоть есть еще один центральный защитник. А так бы не было. Второй со спиной 3 человека вот были сегодня, то даже выкусить нельзя было лимитчика. Потому что со спиной просто на лавочку посадили и все. Поэтому тут не Монастырский, тут в самой системе. Мы авансом пытаемся что-то искусственно создать, а искусственно это не всегда есть качество. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов больше нет. Большое спасибо. До свидания.